Отчаяние и растерянность. 15 минут на сборы, разбросанные вещи. Мы можем только представить, что происходило ночью и ранним утром 18 мая 1944 года в каждой крымско-татарской семье. Воссоздать эту обстановку и показать ее своим сокурсникам решили студенты Крымской медицинской академии. Они провели реквием в память о жертвах депортации. Эта программа «Реквием» сделана для того, чтобы студенты знали о своих коллегах, о своих одногруппниках, о судьбах их предков. Этой экспозиции мы хотели показать счастливые лица крымских татар, довоенные фотографии и прервавшиеся одной даты 18 мая 1944 года. Также в экспозиции представлены оригинальные вещи, пережившие депортацию. Это кувшины, гугумы, различные казаны, которые люди в процессе хаоса, так как давали очень мало времени для сбора, теряли по дороге. Также здесь представлена железная дорога, на которой эти вещи в основном терялись на станциях железнодорожных. Среди представленных экспонатов документы и фотографии Сейдали Абхаирова, выпускника первого выпуска медицинского института 1936 года. Закончив его, Абхаиров работал врачом, а во время войны попал в плен. Он побывал в нескольких концлагерях, последним из них был Бухенвальд, и был освобожден в 1945 году американскими военными. Отдельное место в экспозиции студентов заняла карта Крыма с историческими названиями. Студенты подходят и крепят ленты в то место, откуда были их предки до депортации. Тоненькие черные ленты на обожженных лоскутках названий. Мои предки до депортации были в Бахчисарае, в частности, моя бабушка оттуда. Мой уже дедушка, он был в Кролесе, точно местоположение на карте уже определить не могу. Но так произошло, что тогда их депортировали, и они прожили некоторое время в Узбекистане, и там уже появились мои родители. Акция в память о жертвах депортации привлекла внимание многих студентов и преподавателей вуза. Это мероприятие мы проводим, во-первых, по инициативе студентов и силами студентов. И мы ставим перед собой задачу воспитания молодого поколения в традициях уважения к истории своих народов, своих предков. Выставка очень интересная, трогательная, трогает до слез и показывает нам очень важные страницы истории крымско-татарского народа, которые нельзя забывать всем нам. Решила сегодня тоже поучаствовать, поскольку это важная дата в истории Крыма. И я не могу не разделить со своими друзьями по студенческому совету. Поэтому сегодня решила посвятить время этой акции. В знак солидарности с крымско-татарским народом, отмечающим дату своей трагедии, и в память о жертвах депортации студентам и преподавателям прикрепили траурные ленточки.